Старый и новый автовокзал. Две локации и один автобусный парк. Маршруты разделены, иногородние отъезжают со двора новой автобусной станции, а все остальные от старой. И такое разделение транспортного потока жителей региона не устраивает. Не говоря о стариков, молодежь уже не может нормально поехать домой. Не знает, где сесть, где выйти. Почему пришлось применить раздельную систему перевоза граждан, объяснили в ответственном ведомстве. Все из-за реконструкции федеральной трассы «Кавказ». Неудобства временны и вынуждены ради безопасного дорожного движения. Дорожное полотно или участок, который проходит вдоль автовокзала, оно не соответствует пропускной способности всех транспортных потоков, в том числе и больших автобусов, которые имеют такой не очень такой, можно сказать, быстрый или малоподвижный такой образ по отношению к легковушкам. Поэтому в целях избежания дорожно-транспортных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, участием пассажиров, мы ввели пока временное ограничение на перевод всего транспортного потока на территорию данного автовокзала. Сами пассажиры говорят, что отъезжать с территории старого автовокзала им легче. Это, по сути, центр Назрани, место пересечения двух главных дорог города. Так они объясняют удобство передвижения. الطاير بوتشا واخشا بازر يلا هم أوزني هلا أخش خليتك دخ نخلت أوز دخ خلنخ ها بوتشا واخشا أوز أتا خيتر تول صلري دلش هم حلقة أتول وفازلين درتوا. Для удобства жителей будет рассмотрен вопрос о создании дополнительного автовокзала, чтобы разгрузить территорию старой автостанции в Назрани. Этот вопрос тоже сейчас в данный момент прорабатывается. Прорабатывается он в таком ракурсе, что надо сначала определить точку, с которой будет отъезжать транспорт. То есть эта точка или же пункт, он должен соответствовать тем требованиям, которые предъявляются по направлению Ространснадзора и требованиям Минтранса России. То есть организация автобусного сообщения, оно сопровождается какими-то определенными инструкциями и требованиями. Мы этот вопрос прорабатываем, хотел бы довести информацию до пассажиров, до населения. Если есть или будет такая возможность, мы это сделаем. Мы попробуем создать дополнительный городской автовокзал в черте города Назрань. А пока пассажирам придется набраться терпения, чтобы вновь без проблем передвигаться по региону и выезжать за его пределы. Завершение реконструкции трассы запланировано на конец 2020 года. Муса Измайлов, Джамиль Тамасханов, Новости 24.